Киевских школьников научили плести тамгу. Мастер-класс по плетению национальной крымско-татарской символики провели по инициативе культурно-образовательного центра «Кырыма и леса». Подробнее об этом Лидия Полянская. Олег Овсиенко занимается плетением с начала АТО. В Дебальцево он был волонтером. Вспоминает, тогда душу грели письма родственников и украинская символика. Солдаты просили несколько вещей. Основная это была детские рисунки для поднятия духа и символика. Это были флаги большие, флаги маленькие, любая желто-блакитная символика. И люди хотели, солдаты, просто носить ее с собой. Сейчас он волонтер в организации «Крымская семья». В дальнейшем хочет обучать детей плетению, чтобы привить им любовь к родине. Хотел бы детей обучать символике, потому что самое простое – повесить флаг на школе и заставить детей говорить украинскую мову. А действительно полюбить в сердце Украину – это намного сложнее. Мастер-класс по плетению тамги провели в одной из киевских школ во время урока крымско-татарского языка. Учителя также рассказывали факты из истории и культуры крымских татар. Вообще в планах работы центра наши занятия, которые проходят 2 раза в неделю, и дети изучают крымстарский язык, крымстарскую музыку, крымстарские танцы. Именно в наших планах было с этого года вводить такие мастер-классы, которые бы позволили детям более с интересом изучать язык. Сегодня мы плели и писали, и учили крымско-татарский язык. А что больше всего понравилось? Учить крымско-татарский язык. На уроке мы изучали латинские буквы, еще пели песни, рассказывали стихи. Родители тоже присоединились к плетению. После мастер-класса, который провели в киевской школе впервые, каждый унес домой сплетенную тамгу. Лидия Полянская, Анастасия Беспалько, Ислам Пинка, Заман, АТР.